Feel the wolf, get a handle, get a grip, get ammo. It's the return of camo. A hit with a hit's a trip with this candle. Anywhere can do anything, attitude I stick to gets me this candle. Lit in this wick of this candle's been lit by this candle. Him and them sick, this kid sick and dismantled. From the trench of Atlanta, Tennessee and Alabama. For me to be another channel, for you to surf and scramble. Turn so many lies and bust so much fire that my dick's a Roman candle. Sit so up high, sit so much jack that my last name should have been Daniels. Yeah, and I'm standing on this fucking stage. I come from the bottom of a bottle to the top here. I'm talking lemonade from lemons. Bitch, look at me now. Shady, put me on the front row. Bow, crank it, I need to hear it loud. Сегодня мы в физкультурной академии, в гостях у Бейшибекова Джаныбека. Привет. Жаныбек, приветствуем тебя. Здравствуйте, уважаемые друзья. И действительно, сегодня у нас в гостях гордость нашей республики. Этот человек является чемпионом Евразии по бирманскому боксу, призером чемпионата мира по тайскому боксу. Сегодняшнее видео будет интересным. Ставьте лайки, или Джаныбек пробьет вам лоу-кик. Так, друзья, мы находимся в музее физкультурной академии не просто так. Здесь на хранении находится пояс чемпиона Евразии по бирманскому боксу, который завоевал Джаныбек. Поэтому, Джаныбек, тебе сразу первый вопрос. Ну, расскажи, как получилось выиграть этот титул? Это было в 2014 году. Мы дрались у нас в стране, в Кыргызстане. Соперник приехал из Москвы. Вот, формула боя была 5-3. Мы дрались 6 раундов. У нас было 5 раундов ничья, и на 6-м раунде я должен был. Тяжело было? Было очень тяжело, да. Травм было много. Эмоций, слезы. Все это было. Соперник был очень титулованный боец. Мирового уровня. Но тем не менее, друзья, чемпион стоит перед вами. И Джаныбек на прошлой неделе вернулся с города Омск, где проходил международный турнир. Джаныбек поехал сам туда, без тренера, без секундантов, и смог добиться победы над российским чемпионом. За что мы тебя уважаем и поздравляем тебя сердечно. И на фоне этого боя мы постараемся сегодня провести с Джаныбеком тренировку, в которой он расскажет о своей подготовке к профессиональным боям в тайском боксе. Посмотрим, как они это делают. Постараемся все это повторить, поэтому оставайтесь с нами, сегодня будет очень интересно. Ну вот мы и добрались до зала. Именно в таких спартанских условиях рождаются чемпионы. Да, зал действительно призывает сегодня нас удачно потренироваться, поэтому наша тренировка сегодня будет состоять из нескольких частей. Начнем мы, как всегда, с базовой разминки. Потом у нас будет работа в парах, сегодня серьезная работа в парах. Постоим с Джаныбеком, работаем на силу, никого не жалеем. Сегодня меня опять будут бить, но ничего, мы будем терпеть. Сделаем обязательно, отработаем технику нашу, и у нас в конце будет силовая база. Джаныбек нам покажет, как они готовятся к турниру, как они развивают свои физические качества. Ну а мы все это будем повторять, так что оставайтесь с нами, сегодня будет очень серьезное видео. Party, party. Итак, друзья, сейчас мы попробуем с Джаныбеком поговорить об атаке и защите. Когда пытаются атаковать ваши ноги, либо ваши головы, Джаныбек поделится своим опытом и попытается нам рассказать, как в бою уметь либо напасть, либо от этого защититься. Так, Джаныбек, с чего мы начнем? Например, бьет человек лоу-кик. Лоу. Первый берешь захват, Так. набиваешь, сносишь ногу. Чуть быстрее. Да, это первый вариант. Раз.
начинаем. Это примерно так. Второй. На опережение соперника он бьет и сразу вставляем в корпус. Вставляем в корпус. И третье. Если должен соблюдать дистанцию, он бьет издалека. Бьет. И оттуда буквально достоим. Еще. Достоим. Друзья, ну я скажу, это очень неожиданно. Особенно удар ногой в живот. Вообще этого не ожидаешь и действительно чувствительно. Представьте, это вид силы, что человек просто согнется там без вариантов. Хоть что вы делаете. Так, теперь мы давай поговорим о голове. Удар в голову, как ты защищаешься и контратакуешь. Например, вот идет удар в голову, я начинаю бить отсюда. Сюда идет нога, затем поднимается вверх. Например, это вот так будет. То есть неожиданно, Да, да? неожиданно. Все начинают руки опускать. Начинают ноги, да, на ноги смотрят. И отсюда нога в голову вылетает. Совместно существует дистанция. И пошла в голову. Запросто. Двойное движение получается. Да. От нее защититься можно только так. Поворачиваем корпус, вставляем две руки одновременно. Если нога одновременно на руки не попадет, он может снести его блок. Если блоком он может улететь. И третий вариант у нас. Если как бы боец чувствительный, в высоком уровне, просто делает наклон назад. Так будет выглядеть назад, он даже еще может крутить. Это будет вот так. Он стоит для начала, стоит, руки пойдет, стоит, он бьет, он назад, и нога пролетает. Это будет в быстроте вот так. Так будет в быстроте. То есть нам достаточно просто отклонить корпус назад, при этом равновесие пытаться сохранить. Да. А с этого движения может еще развиться контратака. Да, может, например, вот вы Давай я попробую тебя ударить. Да. Вот я оттянулся, и я отсюда. То есть затылок по затылку. Затылок, да. Затылок тайский бокс разрешается. Все можно. Да, чуть быстрее попробуем. Ага, отлично. Ну да, жестко, я скажу, жестко. Или можно с захвата поставить блок. Если у соперника удар слабый, поставить блок можно. Удар попадает. И второй рукой можно так ногу прицепить. Попадает, да. Так, прицепить, да. А если удар слабый? А если попадет человек такой, как я, он может руку спустить. Снесет. То есть здесь зависит от того, что человек физически подготовлен, у него твердый блок, быстро что-то. Надо почувствовать соперника, как он бьет. Если он бьет слабо, можно все сделать. Можно даже на вторую ногу взять и назад вниз пойти. Еще, друзья, один момент, Джаныбек, я извиняюсь, тебя перебью. Джаныбек сейчас пока без камер нам рассказала только интересный момент. Мне часто с Артемом тоже задают вопросы о отставших мышечных групп, то есть отстающих в нашем теле. А к коим относятся это икры, предплечья и шея. Так вот, разговор о шее в тайском боксе, оказывается, все бойцы имеют очень сильную крепкую шею и спину. Это для тех, кто не хочет делать становую тягу. Так вот, Джаныбек нам показал, что если в тайском боксе иметь слабую шею, то вы, скорее всего, получите сюда вот коленом и проиграете очень тяжелым нокаутом. Поэтому обязательно нужно свою шею иметь сильно. Вот, например, Джаныбека я попробую согнуть, да, сейчас специально для вас. Я не знаю, получится у меня нет, но судя по его шее, я уже чувствую, что это будет сложно. То есть вы видите, с каким трудом этот человек просто вот имеет каменную шею. Даже специально я попробую еще. Поэтому если вы не качаете свою шею, вот имейте в виду, что попадется вам таец и хана вам сразу. Ну что, друзья, приступаем к работе пары. Мы уже горячие, разогрелись. Теорию мы знаем, а вот теперь попробуем применить ее на практике. Так что оставайтесь с нами. Сейчас меня будут бить. Так что, надеюсь, вы поставите класс и поддержите нас. We ain't really gotta keep going through this. Anybody about to rap circles around you, my nigga? We about to do it. You about that bitch dough and that swag, that's it. Let me talk about us. We about that bitch dough and that swag. We about that sitting on that ab. Because we sitting on that ab. We about that pistol in that bag. We about that fist fight. Only after we grab a fistful of that cash. We about that get right. What you would perceive the least but not last. We are the
sick of scribbling with that pen and pencil and that pad. And y'all talking this and that, so what? My click and rap, my dough up. Now picture that. I write the sloppiest verses down you seen. I hand it in for green so I can buy all of my bitches bags with the stacks and call the cash. Chicken scratch, a lot of baby, we just getting warm. Y'all ain't fucking nothing we can't fuck. Y'all ain't driving nothing we can't drive. If we can't afford it, we just take yours. And y'all little niggas just misinformed. Shady blew up, took the game, turned around. 10 years later, I gave it to her. Bitches too, you rockin' panties, huh? Sit down when you pissin' too, you niggas trannies, huh? What you stand for is beneath me, you understand me, huh? Niggas get X like the professor and juggernauts running our families, huh? Homie, I was making checks before that Martin Margiela and niggas was rockin' Avarex. Now hot rappers take my exes, and I'm still rated X. Stick my dick so far that a bitch's throat, it'll come out on the other side and turn a blowjob and there ain't no sex. Ain't no next, cause I got now until I decide to bow. I vow your style, it ain't gon' mean a thing, cause I came to bring the pain like to cow. Все, друзья, 9, 10, аут! Джаныбек, расскажи, с чего у тебя начался спорт вообще, как ты пришел в тайский бокс? Ну, вначале у меня в детстве была книжка по ушу. Если у вас была книжка по ушу, ставьте лайк. Она была у всех ребят в 90-х. Вот, я начал с этой книжки чуть-чуть изучать, где-то года 2-3. Изучал эту книжку, тренировался сам на себе. Потом только приехал в город и начал заниматься тайским боксом. В город ты приехал, ты из Сисикуля, Да, я из Сикульска, да. Из села Григорьевка. А в этот зал ты как попал? Я изначально у меня было желание найти тайский бокс, тренироваться в тайском боксе. Очень большая была мечта моя. Потом друзья меня сюда как бы направили. Я пришел сюда, начал заниматься. Это было где-то лет назад, да. Я начал здесь заниматься. Итак, друзья, работа на лапах была завершена. Вы видели, как это все очень красиво и жестоко происходит. Поэтому мы хотим вам представить человека, который так профессионально это делает. Я предоставлю слово Джаныбеку. Джаныбек, с умом его представит. Пожалуйста. Мой тренер Саджат Айталиев, мастер спорта Кыргызской республики, судья международных категорий. Я благодаря своему тренеру добился всего спортивного достижения в своей жизни. Я хочу снять свой шляпу перед своим тренером. Все, что у меня есть, все, что у меня на данный момент есть, и все, что у меня будет, заслуга этого человека. Я так понимаю, Джаныбек, на последнем турнире международном, в котором ты одержал победу, вклад от этого человека был очень весомый, да? Вот все, которые бои я до этого одерживал победу, благодаря своему тренеру,
И вот который в конце, последний бой, который я дрался, я тоже выиграл благодаря моим тренерам. Я поехал один, дрался, но меня подготовил мой тренер, настроил меня, отправил. И за счет этого я не мог проиграть, я должен его выиграть, никак не должен проиграть. Друзья, уважайте старших. Старшие – это наши учителя. Они нас ведут по дороге жизни. И по старой, доброй тайской традиции, благодарность тренеру, мы проведем ритуальный танец, который делают боксеры Май-Тай, который называется Лайкру. Оставайтесь с нами, это будет очень красиво. Чтобы заниматься железным спортом, вполне достаточно вот этого обычного железа, чтобы прокачаться, сделать что-то дельное со своим телом и выглядеть достойно, так как Джаныбек. Сейчас мы сделаем комплекс, будет он состоять из 7 кругов. Ну вот наша тренировка подошла к концу. Спасибо клубу «Спарта» и лично Джаныбеку за хорошую тренировку. Спасибо тебе, Джаныбек. Да, друзья, сегодня видно по нашим футболкам, нам было нелегко. Джаныбек показал, как он готовится к международным турнирам, что нужно делать для того, чтобы стать чемпионом. Как вы видели, работать предстоит очень много. Желание и настрой нужен бешеный, поэтому, ребята, помните, что самое главное – это прийти в зал. Если вы не знаете, что делать, всегда есть люди в зале, которые вам помогут. Это гордость нашей страны. Мы будем равняться на них. Сегодня мы с Артемом смотивировались и договорились тоже раз в неделю начать заниматься тайским боксом. Поэтому ставьте палец вверх. Также, друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Помните, мы единое целое, мы одна страна. Мы любим и гордимся нашими чемпионами. Send the soul, it's on my Chevy.